Аналог парижской триумфальной арки, пхеньянский вариант, превосходит прообраз своими размерами. Достопримечательность построили к 70-летию Ким Ир Сена в 1982 году. Символизм не только в дате. 25 500 блоков белого гранита равны количеству дней жизни руководителя КНДР, а стену украшает текст революционного гимна о борьбе за независимость. Подъем на Триумфальную арку стоит $4. Вот мы сейчас заплатили, нам дали билеты, и мы поднимемся наверх и снимем красивый вид города. Обязательный пункт экскурсии – просмотр фильма на русском языке. Кстати, увидеть триумфальные ворота можно не только на экране, но и на российской марке, выпущенной в 2015 году к 70-летию освобождения Кореи. Поднявшись наверх, мы попадаем на такую удивительную обзорную площадку, где открывается просто шикарный вид на Пхеньян. Прямо перед нами стадион имени Ким Ир Сена, где проходят различные спортивные соревнования, а справа мы видим телебашню, которая, мне она напоминает Останкинскую. You can see over there two buildings, just like twins. Looks like they opened the books. Они похожи на открытую книгу. У них архитектура такая, то что они because they are the apartment for the professors. Эти дома, они построены для профессоров, для учителей. And then you can see over there the new buildings. And then they are now under construction. Yeah, but they're turning into new building. Very modern building. Yeah, but now under construction. But soon they will be finished. Следующие дома, они будут достроены, сейчас проводится реконструкция. And what about this big house? What is it? That is Jugyong Hotel, 105-story building. Is it the most highest? Right. The highest one. Прямо перед нами конусное здание, это гостиница. 105 этажей и на данный момент является одним из самых больших зданий в Пхеньяне. Вторым в списке самых высоких зданий и сооружений в Пхеньяне является монумент идей Чучхэ, куда мы и направились. Мы находимся на набережной реки Тетом. Это 5-я по величине река в КНДР. Ее протяженность составляет 400 километров. А что мы тут делаем и зачем мы сюда приехали, нам сейчас расскажут. Здравствуйте. Очень приятно с вами встретиться Прежде всего, хорошо приветствую вас в посещении монумента идей Чучхэ. Каменная башня, заложенная гранитными плитами, это символизирует большие идейно-теоретические заслуги великого президента. А факел на башне это символизирует великое торжество идей Чучхэ и бессмертие. Идеология Чучхэ заключается в опоре на собственные силы. Сделать самому, не полагаясь на других. И памятник на набережной, трудовой интеллигент, рабочий и крестьянка являются олицетворением жителей КНДР. Напротив, на том берегу, самая крупная площадь в центре Пхеньяна имени Ким Ир Сена. Когда там устраивают парады, военные смотры и прочее, жители корейской столицы могут наблюдать за мероприятием с этого берега. В будни здесь отдыхают горожане. Сюда любят приезжать молодожены, а со смотровой площадки, расположенной под факелом башни, открывается красивый вид. Но так как там снимать нельзя, мы едем дальше. Конечно же, как посещение Пхеньяна без торговых центров. Пошопиться ведь тоже нужно. Сейчас мы приехали в один из торговых центров, которых в столице КНДР, как нам сказали, достаточно много. На входе нас встречает, как понимаю, это датчик контроля температуры, потому что, вон там видно, мы отображаемся. Очень много людей до сих пор носят маски, масочный режим в городе, но это не из-за коронавируса, просто профилактика здоровья. В Пхеньяне много магазинов, и крупных, и поменьше. Но вряд ли вы там увидите людей, и тем более очереди. Как пояснил гид, в это время гуляем только мы, остальные на работе. Я так понимаю, это всякие снеки сухие. Цены указаны в вонах, 60 грамм, 2100 вон. Курс сейчас примерно около 9000 вон, 8900 за $1. Соответственно, здесь у нас делим на 4, это где-то 25 центов, наверное. Стоимость вот такого пакетика чего-то с рыбой и мясом. Выбор имеется. Лапша доширак, нами всеми любимая. Смотрите, какая огромная пачка. Я бы не сказала, что в Пхеньяне есть какой-то дефицит, потому что я его не вижу. В супермаркете можно купить абсолютно все, начиная от чипсов и бытовой химии, заканчивая готовыми обедами и игрушками. Терминалы для оплаты картой мы не заметили, хотя на кассах есть QR-коды. Может, они содержат информацию о торговой точке. Если вы думаете, что привезти в подарок из Пхеньяна, то можно, например, попробовать вот такие вот бобы. Это бобы, они не сладкие. И как мы видим на упаковке, есть указаны разные вкусы. Это с абрикосом, тут с ягодами, например. Я думаю, в качестве сувенира это будет отличный подарок. Кстати, самое известное, популярное – это женьшень, который здесь очень любят и едят
употребляют, пьют постоянно. Как и везде, торговые центры Пхеньяна – это не только супермаркет и бутики на этажах, но и фудкорт. После шопинга можно и перекусить на фудкорте. Здесь представлены блюда корейской, кухни азиатской, а также можно выбрать что-то привычное из европейского меню. Линия раздачи, где каждый выбирает то, что ему нужно, очень удобно. А на кассе после оплаты обеда улыбчивая официантка помогает донести поднос до стола. Цены приемлемые не только для туристов. Видимо, поэтому именно здесь мы увидели людей и очереди. За полноценный обед из 2 блюд и закусок мой оператор заплатил около $8. Обед на самом деле очень прекрасен. Чувствуется, что очень остро. Но я люблю остроту. Вот, очень много морепродуктов. Вот. Суп кальмара просто шикарный. Я купил яйцо куриное. Выглядит оно вот так. Не знаю, что это такое, но в принципе съедобно. Даже вкусно. Что касается сувениров, то их практически нет в Пхеньяне. Единственное место, где можно приобрести что-то в подарок, оказался магазин почтовых марок и открыток. Попутно выяснили, что знают местные жители о России. Считаю, что Россия очень похожа на нашу страну, так же, как и мы, стоит на защите социалистических ценностей. С начала года уже более 150 российских туристов посетили КНДР. Еще 3 тура запланировано на весну. Прямой перелет из Владивостока в Пхеньян занимает всего 1,5 часа. Местное время на час меньше приморского. Мобильной связи здесь нет, а Wi-Fi в гостиницах стоит дорого. Но небольшой цифровой детокс пойдет только на пользу и подарит больше времени на знакомство с удивительной столицей некогда закрытого государства. Юлия Егорова, Андрей Толстихин, Вести Приморья.